часто выпадает такая удача, такое счастье быть свидетелями исторических событий. А сегодня у нас такое историческое событие, потому что второй раз в истории музыкальной культуры вообще Хакасии ставится первая национальная опера выдающегося классика хакасской музыки Александра Александровича Кинеля, с чем я нас всех и поздравляю. Что когда-нибудь он станет национальным классиком целого народа, да еще в далекой Сибири. Но это вряд ли. И когда на третьем курсе Ленинградской консерватории судья ему вынес вердикт, что он обвиняется в антисоветской деятельности и ссылается на 3 года соловецких лагерей, наверное, тогда молодой человек воспринял это как катастрофу. А ведь он подавал большие надежды. Его младшим сокурсником был Дмитрий Шостакович, который посвятил ему несколько своих пьес и говорил о нем как очень талантливом, многообещающем композиторе. Вот есть, многие помнят Александра Александровича. Он был человек внешне субтильный, невысокого роста, но человеком огромного мужества и воли. И там, на Соловках, он умудрился написать соловецкий гимн, отбывая там нечеловеческих условиях, и даже написать первые эскизы оперы «Кобзарь». А дальше, после заточения, он скитался по провинции, оказался в Красноярском драматическом театре, а затем в Хакасии, где он, собственно, и обрел землю обетованную. Любить свою культуру, заботиться о ней. Это, конечно, патриотизм, но это естественно. А вот любить чужую культуру, видеть ее красоту, а значит ценить ее, создавать шедевр этой культуры, это требует огромного благородства, внутренней культуры и выдающихся талантов. И нужно сказать, что Кинель стал настоящим миссионером хакасской культуры, наверное, уподобившись декабристам, которые приезжали в Сибирь и поднимали здесь. Немногие знают, что первая премьера этой оперы состоялась в 1968 году в этом здании, на 2-м этаже, в малом зале, где были поставлены 2 первых акта, они игрались еще на фортепиано. Но главное, что Александр Александрович застал это событие, и он тогда выразил надежду, что, может быть, когда-нибудь его опера будет поставлена полностью. Но в 70-м году композитор не стал. А вот полная премьера состоялась в 80-м году. И нужно сказать, что она была приурочена к большому событию в Хакасии. Это было 50-летие автономной области. И нужно сказать, что в этой премьере тогда приняли участие все, фактически весь народ. Это была общенародная премьера, начиная с выдающихся советских руководителей. Например, Василий Архипович Бужаков, когда был председателем облсполкома, он объявил эту премьеру делом государственной важности. И, естественно, подключился его первый зам Елена Фомична Филатова, начальник управления культуры облсполкома Лариса Ивановна Орешкова, которые вели очень большую тогда организационную работу. Лариса Ивановна вспоминает, говорит, что деньги тогда выделили только на костюмы, а вот декорации, реквизиты, все это делали директора разных предприятий. И все они пришли на премьеру. Самым активным образом тогда работала и директор Дома культуры Нина Федоровна Панкова, и легендарный директор музыкального училища Леопольд Абрамович Спивак, который мобилизовал весь коллектив музыкального училища для того, чтобы эта премьера состоялась. И ведь не случайно, потому что училище 80-е годы гремело. Был и свой учебный симфонический оркестр, которым тогда дирижировал Сергей Михайлович Булгаков. Был свой хор, который руководил Владимир Анатольевич Кривоногов. Был замечательный танцевальный ансамбль, он поныне существует, «Жарки», которым руководила легенда Сара Даниловна Словина, которая создавала нашу национальную хореографию. Все это золотой цвет хакасской культуры. Ну и, конечно, солисты, которые вписаны в историю Хакасии. Партию «Матерь» тогда исполнила ныне народная артистка Хакасии Клара Ефимовна Сунчугашева. Я, к сожалению, не знаю, присутствует ли сегодня здесь Клара Ефимовна. Есть, да? Я
Клара Ефимовна отметила свой юбилей. Я каюсь, потому что, к сожалению, нам не удалось отметить ее юбилей так, как оно того заслужило бы. Я знаю, она человек очень скромный, человек обостренного человеческого достоинства. Но, Клара Ефимовна, согласитесь, придумать более значительный подарок, чем премьера оперы в вашу честь сегодня, это сложно придумать. Это опера в вашу честь. Браво, выдающийся министр Хакасии. Низкий поклон вам, Клара Ефимовна. Партию «Ченаркуз» исполнял мой отец, Владимир Герасимович Чапник. Как вот вы знаете, даже имя отца забыла от меня. Я помню, у них были долгие репетиции, потому что каждый из этих певцов был еще замечательным организатором. Они мобилизовали еще своих студентов, учеников. Помню, как уставший отец пришел после премьеры с осипшим голосом и только выдохнул. Но как? Мы тогда все выстроились, никто еще ничего не успел сказать, и вперед выскочил мой младший братец, который с досадой сказал: «Эх, папа, ну кто же так падает? Что ж ты так осторожно падал-то? Разве герои так погибают?» И он яростно стал показывать отцу, как погибают герои. «Ну вот», — сказал отец, — «опять не угодил». И он повернулся, потому что за его спиной стоял хан, народный артист Хакасии Владимир Дмитриевич Терешков. Вот да, два антагониста на сцене, а в жизни друзья и приятели повернулись и ушли в ночь. И потом всю ночь друг друга они провожали, потому что никак не могли успокоиться. И это, естественно, волнение было колоссальным. А вот партию «Чебек» исполнила Вера Топоева. В спектакле принимал участие еще один видный деятель культуры Владимир Сарожаков. Режиссером проекта стал Александр Васильевич Тугуржеков. Кстати, ему удалось превратить учебный коллектив в настоящую оперную группу, и премьера прошла 8 раз с аншлагами. Это невероятно. Даже в оперном театре 8 раз повторить премьеру – это практически невозможно. Так что все это делалось на волне народного энтузиазма. И еще раз повторяю, сегодняшняя премьера ставится в честь создателей той премьеры 80-го года. Давайте этим создателям поаплодируем всем. Но время идет, а искусство — это зеркало, в котором отражается жизнь, и нам нужны новые отражения. И сегодня, во времена пресловутого кризиса экономического, мы ставим оперу. Потому что, как сегодня правильно заметил глава республики Виктор Михайлович Зимин в своем обращении к общественности, мы даже можем жить сегодня скромнее, но не уныло. Это очень важно. Потому что культура — это не благодаря, это вопреки обстоятельствам. Это вопреки обстоятельствам по инициативе нашего Министерства культуры, лично министра культуры Светланы Анатольевны Окольниковой, при грантовой поддержке Министерства культуры России этот проект сегодня оказался возможным. Аплодисменты. Специалист скажет, поставить силами республиканской филармонии оперу сегодня — это практически невозможно. Но ведь это и есть наша работа, невозможное делать возможным. А дальше началась очень кропотливая работа. Дело в том, что за все это время истлел даже клавир. Его надо было восстановить, сделать новую редакцию. И здесь мы выражаем огромный пиетет замечательному новосибирскому композитору Владимиру Янкину, который сделал новую редакцию оперы. И вы сейчас услышите, как свежо и по-новому, и вместе с тем, сохраняя все специфические особенности кемеровской музыки, зазвучала эта опера. А дальше колоссальная работа. Нужно сказать, что и нашему маэстро, и директору в одном лице просто досталось вот эти последние полгода, потому что вынести тот объем работы, который он выдержал за это время, это, вы знаете, можно было поделить на 5 человек управленцев, профессионалов и музыкантов. И то навряд ли получили. А он выдержал. И я надеюсь, что он продержится и сегодня, потому что все это делалось на пределе человеческих сил. Аплодисменты! Этот проект тоже оказался бы
Аплодисменты оркестру. Есть еще один удивительный человек, которого сегодня можно считать экспертом, знатоком, музыкальным редактором, выдающийся концертмейстер, заслуженный деятель культуры Хакасии Ирина Рудольфовна Малина, потому что она вела всю свою работу. Репетиторская работа была возложена на народную артистку Хакасии Екатерину Ильиничну Кыштымову. Аплодисменты. Режиссером, главным режиссером проекта был приглашен известный телеведущий, шоумен, профессор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств России Михаил Борисов. Кстати, вот нужно сказать, что вот тут даже совершенно замечательная идея. Вот, например, переставить местами второй и первый акт. И кто помнит прежнюю постановку, вы сейчас увидите, что даже сюжет оперы стал восприниматься гораздо более логично. А вот вся режиссерская постановочная работа легла на плечи нашего замечательного режиссера Юлии Белобуровой, которая на финишной прямой, что называется, довела всю оперу до кондиции. Аплодисменты Юлии Белобуровой. Все, что вы сейчас увидите на сцене, как оформлена сцена, это, конечно, заслуга известного художника театрального, лауреата премии «Золотая маска» Степана Заграбяна. Нужно сказать, что во второй редакции опера стала практически хоровой. Вы сейчас услышите, как много новых хоров появилось в этой опере. Это потому что будут исполнены все хоры, которые написал Кимир. И это, конечно, большая заслуга нашего художественного руководителя и хормейстера, заслуженного работника образования Марины Штарк и хора «Каданс», в котором, кстати, участвуют дети и подростки, которые совершенно безвозмездно, бесплатно, жертвуя своим личным и учебным временем, проявили колоссальную организованность в работе. Это вызывает просто умиление и уважение по отношению к нашим детям, к нашей молодежи. Но в спектакле принимают участие совсем маленькие дети, учащиеся национальной гимназии под руководством нашей звезды, заслуженной артистки Хакасии Марии Янголовой. Так что вот такая свежая молодежная струя, конечно, оправдает. Конечно, ни один этнический спектакль невозможен без танцев. Поэтому в спектакле принимает участие наш прославленный коллектив ансамбль «Кюсузы» и его художественный руководитель, заслуженный работник культуры Наталья Бабуневич. В спектакле были сшиты новые, роскошные и богатые костюмы. Автор эскизов – наш прославленный скульптор, народный артист Хакасии Вячеслав Кучинов. Шили костюмы, наш художник по костюмам Марина Шахманова и замечательные мастера театра Чебеген. Это действительно настоящее произведение искусства, эти костюмы. Вот состав солистов стал поистине интернациональным. Партию Чернокуза исполнил заслуженный артист России и Бурятии Дамба Занданов. Заслуженный артист Республики Алтай и Хакасия Артур Марлужов, ученик, кстати, Владимира Ильича. Партию мастера исполнил заслуженная артистка Хакасии Мария Янголова. А вот дальше на ваших глазах начнется вообще совершенно просто удивительное событие. На ваших глазах будет происходить сейчас смена поколений, передача эстафеты от старшего поколения к более молодому. Потому что дальше на сцене будут петь наши ученики. Это новое поколение. Партию «Акчебек» исполнила солистка Красноярского театра оперы и балета, выпускница нашего музыкального колледжа Александра Черпакова. Выпускница Института искусств Хакасского государственного университета Наталья Титова. Партию Айвергена опять-таки наш выпускник, солист Республиканской филармонии Данил Тарасов.
приближенный Денис Мамышев, партию старика исполнил Денис Лыков, еще много-много других участников, которые сегодня вообще в первый раз, ну, вернее так, во второй раз выйдут на сцену. Можете себе представить страну? Я надеюсь, вы поддержите сегодня. Но есть еще один человек, о котором можно сказать. Это наш патриарх, это лицо нашего симфонического оркестра, заслуженный артист Хакасии Александр Александрович Кноблах. Вот если вы хотите знать, как выглядел Кинель, посмотрите на Кноблаха. Это абсолютно его копия. Удивительно, даже инициалы этих людей совпадают. Это какое-то мистическое провидение. Будем считать, что в лице Кноблаха сегодня вместе с нами присутствует Кинель. Аплодисменты Александру Кноблаху и нашему еще раз симфоническому оркестру. Для меня же эта роль, эта музыка навсегда будет связана с памятью об отце, потому что он сыграл эту роль не только на сцене, но и в жизни. Он был кумиром своего народа, но он был ее вождем. И, кстати, Алю Чинаркуза он вел всю свою жизнь. Но лишь в конце пути он дозрел до ее истинного смысла. Он и ушел со сцены с этой Али. Я Чинаркуз, я сын орла, свобода, вот моя стихия. Он пел ее тогда, когда к нам приехал председатель Союза композиторов, видный мэтр, композитор советский Александр Юрьевич Козельник. Он слушал отца, был потрясен, потому что он понял, о какой свободе он пел. Потому что это была правда целого поколения. Поколение отцов, за плечами которых были большие судьбы, великие дела и могучая держава. И он понял эту свободу, свободу в цицероновском значении. Живет свободно только тот, кто находит радость в исполнении долга. И нам, и будущим поколениям дозреть бы до этой свободы и до этой радости, служить своему народу, в делах руководствоваться чувством долга и заботиться о людях, потому что культура и есть забота о людях. И спустя 36 лет, в новую эпоху, вновь соединилось два имени первого композитора и первого певца. Я сегодня с большим трепетом и волнением объявляю: на сцене в Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова вновь звучит опера Александра Кинеля «Чинаркуз и Ахчебек». Созидайте сегодня историю и культуру вместе с нами!